Уже в этом месяце жители республики получат новые платежки за отопление. Суммы в квитанциях вырастут, но платить станут только за фактическое потребление тепловой энергии и в течение 8 месяцев, а не как прежде, когда сумма раскидывалась на весь год. И даже летом люди отдавали деньги за холодные батареи. Новая система расчетов уже 2 года действует в 4 пилотных районах республики. О том, насколько успешно и как можно сэкономить на горячих трубах, в материале Артура Шамсудинова. Из общей папки платежек за коммуналку Ильгиз Нурдинов достает квитанции, которые раньше вызывали больше всего вопросов, а именно строка за отопление. Даже летом мужчина был вынужден платить за холодные батареи. Но вот уже как 2 года эта статья расходов ведется по новой системе. За тепло жильцы платят только по факту в течение 8 месяцев отопительного сезона. Душевное недовольство со стороны и по карману был небольшой ущерб. А сейчас, когда перешли к тому, что летом мы не оплачиваем отопление, нам намного удобнее и сохраняется наш бюджет в летний период. Раньше сумма за отопление была фиксированная на протяжении всего года. Теперь каждый раз меняется. Начисления идут ежемесячно, исходя из показаний общедомовых счетчиков. Если же приборов учета нет, то расчет осуществляется по нормативам. Альбина Фазлыева в среднем за месяц в отопительный сезон выкладывает около 5000. Сумма не маленькая, но тут сказывается и площадь квартиры, больше 70 квадратных метров, и то, что в доме не установлены счетчики. Они помогли бы снизить расходы процентов на 30, а то и больше. Ну и квадратура, конечно, большая, из-за этого тоже квартплат. Отопление, наверное, большое. Отапливать нормально? Ой, жарко. Даже у нас окна всегда открыты. На новую систему оплаты Илишевский район перешел с 1 октября 2017 года. К эксперименту присоединились также Кегинский, Давлекановский и Бакалинский районы. С одной стороны, люди видят, за что платят. С другой, котельным стало проще рассчитываться за энергоресурсы. Дает нам возможность своевременной оплаты за поставленные энергоресурсы газовикам и энергетикам. А раньше как, по-другому было? Ну, раньше мы и летние месяцы собирали платежи, и в летние месяцы рассчитывались с поставщиками. Опыт по внедрению новой системы в пилотных районах признали успешным, а потому с нынешнего отопительного сезона он распространится на всю республику. Уже в этом месяце жители получат новые платежки. А вот хозяев частных домов, а также квартир, в которых установлена автономная система отопления, которые не пользуются услугами централизованной котельной, новшества не коснутся. Они, как и прежде, будут платить по показаниям индивидуальных счетчиков в любое время года. По новым правилам жильцы будут вынуждены отдавать больше денег в отопительный сезон, однако в летний период за тепло уже платить не нужно. В Министерстве ЖКХ говорят, что в среднем размер тарифа сохранится на прежнем уровне. Артур Шамсудинов, Наиль Гайнуллин и Роман Жигунов. Новости. Илишевский район.